небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. Доброе утро, друзья! Слушаем погоду на сегодня. Атмосферное давление, Которую мы знаем заранее. в течение дня давление будет расти. Давление в течение дня будет расти. Это что означает? Везде дожди, местами гроза, местами сильные дожди. Чуть-чуть не успел включить погоду, но еще, надеюсь, будет включение. Вот сегодня у нас такой был завтрак. Яичница с помидорами жареная, салатик со свежих помидоров и огурцов. Доели уточку, чай с лимоном, это сыр, Да. Который уже един двое суток. кексики вот такие от Валентины Васильевны. Вот так вот позавтракали. И теперь на речку. Доброе утро, друзья! А утро у нас действительно доброе, потому что сегодня нет дождя. Такое вот солнышко. Ну, я бы не назвал его, конечно, летним, потому что, судя по нашей одежде, то, что мы оделись, как я зимой... Геннадьевич, нормально. Как я... И нормально. Всем добрым утром подписчикам Коми Рыбака, то есть Геннадию Распорову. Геннадий Геннадьевич чуть-чуть там преувеличивает, мои хорошие. Оделись. Еще раз говорю, на речке нужно одеваться практически как зимой. Практически. Не говорю в валенки и тулуп. Потому что спросите у Геннадия Геннадьевича, он вам все расскажет. Как зимой, это правильно сказано, потому что наше лето далеко от зимы не отличается. Ну, ничего страшного. Вот. Отдохнули отлично, часика 4. Да, наверное, боль. Поспали ну, может 5 даже поспали. В 5 утра мы проснулись уже, получается, а я пол-первого лег. 4 часа мы поспали, да. Я так же лег. Правда, поели комарики, забыли спираль, ничего страшного. Выдвигаемся на рыбалку. Планы были ехать вверх, но что-то я подумал. И все-таки поедем, наверное, вниз, потому что вода большая. Покидаем, попробуем половить щуку, попробуем половить окуня. Ну, если повезет и будет плескаться хариус, то обязательно попробуем и хариуса. Так что целый день у нас впереди. Вперед. Первой рыбы. До первой рыбы и поехали. Вперед и с песней. По Дону гуляет, по Печоре гуляют. Коми Рыбак и Александр Мазай. Собираем пока. Без груза-то легче пошла. А? Нихера. Там груза-то сколько было? Погнали. Вот и первая рыба второго дня. Клюнул вот такой окушок. Остановились на устье ручья, закинули рыбу в ручей, чтобы вчерашнюю, которую почистили, подсолили, и решили покидать устье ручья в надежде на хариуса. Хариус у нас не клюнул, но зато клюнул вот такой вот окушочек. Вода прибывает, продолжается подъем воды. Опа, это что? Это что? Это ничего, это трава. Продолжается подъем воды. Но пока клюнул, не знаю, что будет дальше. Я бы не сказал, что рыба супер активная, потому что клюнул с 5-го или 6-го раза только. И не хочет. Вот здесь вот дамба, она вся под водой. В это время она вся... Ну, короче, весенняя вода сейчас идет. Есть, поймал? Поклевка у Сани, окунь, вижу окунь. А что, клюнул на мушку? На блесну? Вот такая вот блесна двойная, крупная. А на мушку не брал, да? Я его брал. Вроде и блесна-то крупная, да? Радует. Короче, По чинам, Геннадий Геннадьевич. по окушку мы уже выдернули, Саньку. Там обратно надо. Начало есть. Самосплавом сегодня будет сплавляться нам
очень проблематично, потому что боковой ветер будет прижимать к берегу, придется на якоре. Что еще? Трава. Трава у дома. Щука. Щука, хорошая щука. Вот она. Да, вижу. Она под лодкой. Есть. Санька. Есть контакт. О, сейчас я свою включу. Давайте я расцелую щучку. Вон такая щучка под килограммчик, наверное, будет, да? Вот, о, сошла, смотри. Оторвалась. Так не сачок будет, да, и все. Да. Вот, мои друзья, вот я поймал. Вот Да ладно ты. Ну, Геннадьевич, Не-не-не, вот Саня. такую щучку Вот я поймал. на двойную вот блесну, вот на такую так. блесну. Вот, смотрите, вот такая. Да ладно, потом отцепишь, давай. Вот такая блесенка. Вот. И вот такую мы поймали прекрасную щучку. Дай подержу, что ли? Только пониже, не поднимай высоко. Вот это щукенция. Куда ее, на? Ну, там пусть плавает в воде. Янцикадан. Пока не переключаемся. Хорошая щучка, вон она. Хорошее начало дня. Да. 2 окуня и щучка уже есть. Самосплав сегодня не получился, пришлось закинуть якорь, но не зря, все не зря. Все, что не делается, все к лучшему. И продолжаем. Не надо, пусть. Чем дольше живет, тем дольше живет. Тем дольше она не испортится, понимаешь? Пусть живет. Никому она не мешает, пусть прыгает. Она сейчас попрыгает, она будет веселить нас. Она просто говорит: парни, там есть еще щуки, есть, и рыба там есть, и окунь есть, ловите, кидайте. Вовремя достал сачок. Саня вторую достает зубастую. Саня бьет рекорды. Практически такого же, чуток на 100 грамм меньше. Вот. И опять же сход, видишь, слабо берет, зацепилась еле-еле. И вовремя успел. Только хотели отъезжать, потому что сильный ветер сносит. Стоим на якоре. Хотел отъехать в другое место, вверх по течению. Там как бы куря такая большая, и берег как бы держал ветер по ветру. Ну, я Сане говорю, дай-ка еще пару раз закину. И вот не зря все, что не делается, все к лучшему. И не зря вообще мы этот старинный взяли сачок самодельный, потому что он уже благодаря ему вон такой вот второй щупачок. Высоко только не поднимай, чтобы он не ушел. Вот такой вот второй щупак. Тоже где-то около килограмма, наверное, грамм 800 точно будет. А мы зрителям зададим вопрос. Пусть это килошник, наверное. Ну, это радует. Вот так 1, вот так 2. Рыбачим дальше.
15 уток, наверное. Сидела вот здесь на песке, вон. Бах, бах, бах. Тра-та-та-та-та. Чайки сидят, даже не взлетели, да? А утки снялись и полетели. Я сначала подумал, утята это взрослые утки. Вот она, наша знаменитая нять-куря. Нять-куря в переводе означает грязная куря. А потому что летом она обсыхает. Ил, тина, вот эта грязь, блядь. А? Да. Тут рыбы должно быть километр. Ясь, плотва, окунь, щука. Весной сик заходит тоже бывает. Так, куда у нас ветер? Ветер туда. Лишь бы сеток не было. А? Лишь бы сеток не было, говорю. Так что, начнем сначала со спиннинга, наверное. Так, посмотрим, нас куда понесет, потом, если что, откорректируем. Вот и мы приехали. Приехали. Будем пробовать. Не надо пока ничего кидать. Здесь она, в принципе, глубокая. Так, немножко перебор. Все? Куда не понесет, все. Да вроде бы на ту сторону. Не будет, если уносить куда-то, потом закинем. Посмотрим, как там. Как, что у нас тут будет. Сетками-то это кормит, конечно, место. Посмотрим, что нам скажет. Как-то на удочку здесь неплохо тоже ловил. Посмотрим. Главное найти местечко. Если будет клевать, можно будет якорь кинуть, прикормить. Взял прикор? А нет. Тут она вся. Ладно, друзья, до первой поклевки. Только что за блесной гналась щука. Где-то грамм на 600-700, наверное, такая вот. Ну, полкило точно была. Крутанулась, хвостиком махнула. Что? Да, что-то ей не понравилось. Окунь не берет, щука не берет, язя не берет. Надо менять снасти, наверное. Что-то надо менять. Воблерок какой-то, скорее всего, надо попробовать поставить. Чем-то приманить. Чем-то приманить надо. Если рыба есть и не берет, значит что-то надо менять. Вот, попробуем на такой вот трехсосновной воблерочек с шумкой. Надо менять снасти, экспериментировать, искать лучший вариант. Поехали. Щука была, я ее видел, так что будем искать, на что они сегодня будут клевать. Все будем менять: воблер, резина, не резина, дрезина. Травы, конечно, здесь много, плавает хорошо, так что я думаю, если под носом она будет проплывать, я так думаю, она возьмет. Что, рыбалка продолжается. Меняем блесна. Он с вами поставил сейчас колебалку. Щука опять же, вот такую вот колебалку. Щука опять же поднималась, сопроводила ее и ушла. Сказали: пошли вы нафиг, не буду я сегодня клевать. Поставил червя на удочку, поймал одного окуня. Одного маленького поймал на живца. Маленького оставил.
Потом поставлю живца, если он выживет, на тройничок после обеда. И одного более-менее окушочка поймал. Сейчас поставил хвост малявки. Пока тишина. Ветер продолжает дуть. А у нас тишина. Тишина, тишина. Так, заехали внутрь курьи. Здесь ветра меньше, кусты его держат. Блесна не работают. Малек не работает. Вот решил попробовать на опарыша. Нацепил раз, два, три, 4, аж 5 опарышей на крючок. Закинули прикормку. И вот это место, вот сколько я уже заметил, очень интересное. Рыбы здесь много, потому что если закинуть сеть, сеть сразу же будет полная. Плотва, окунь, язь, щуки бывают. Но на удочку здесь почему-то не клюет. Очень редко бывает, очень-очень редко. Вот в чем причина? Тогда, Геннадьевич, надо брать удочку в клеточку. Клеточку. Ну, летом это уже извращение. Рыба здесь есть, но рыба не клюет. И интересное наблюдение. Тут типа озера даже получается. Тут течения вообще нет. Или она здесь до такой степени сытая, что Может быть и такое. дальше никуда. Здесь потому что кормовой базы хватает. Всякой. Я не знаю, в чем дело. Но вот ни единой поклевки. Сейчас вода большая. Ладно, когда вода меньше, тут видно, что и плотва плещется, и язь плещется. Всплески есть, рыба есть. Рыба не клюет. Редко-редко какой-то окушок залетный, какой-то голодный возьмет, и все. Сейчас вот я поставил уже опарыша, и ни одной поклевки нет. Опять власть меняется. Давно дождя не было. Вот он, наконец-то. Вот он, долгожданный дождь. Ура! Ура, ура, ура! Как мы рады тебе! А то воды на реке не было, хоть прибавишь немного. Ох, ура, ура, ура! Твою дивизию. Жаркое лето 2019. Ура! Ёшкин кот, матрёшкин кот, блин. Как ты мне дорог этот дождь. Успеваем только плащи одевать да снимать. Не на манвач. Ну что, пошла мазута. Ага. Вон окушок. Хариуса мы не поймали, пробовали на перекате. А тут вот такое замечательное место. Справа идет проток, слева проток. Тут островок с травы. И тут тиховод заглублением. Я Саше говорю, здесь окунь должен быть. И вот первый заброс у меня был окунь. И у Саши тоже сразу вот второй гнался окушочек. Сейчас он здесь и должен на удочку брать, по идее. Ну ладно, покидаем спиннинг. Потому что тут кроме щуки может быть... Ой, кроме окуня может быть и щука, и язь. Обкидаем сначала. Вот он гнался, видел. Вот он гонится. Понял. Чука. Вибрик. Да, так ужасно. Окунь здесь есть. Дай бог, чтобы он поклевал. И до обеда, я думаю, мы его подергаем. Не знаю, на что здесь его ловить можно. На удочку с мальком он здесь будет клевать. Сейчас еще разик заброшу и достану удочку с малявкой. И будет тема. Где? Меня. На течение взял? Ага, вижу. О, и у меня была поклевка. И у меня есть, Саш. Блять, нету. Ушел? Нет. Так, Ушел, точно. ушел все-таки. Да, сам виноват.
Что, слабину дал? Ну да. А у меня есть вот такой окушок. Вон, да, надо было поднять его. А у меня окушок. Так, ну что, повторения будет? Нет? Я так хотел удочку достать. Я сейчас достану. Все-таки, наверное. Еще разик проведу и достаю удочку. Опа! Блин, ну как вот так? О, есть. Есть? Да. Есть окушок. Куда ты опять выбираешь леску до конца? О, желтый работает. О, глубже. Вот так. Отлично. Ну, продолжение будет, нет? У тебя что же было? Ну, что-то дернул и безрезультатно. Щука не берет. Щука здесь должна быть, она просто полный игнор. Так что меняем тоже виброхвост. Вон, друзья, убрал вертушку, поставил виброхвост, и вот результат сразу. Первый заброс и сразу окушок. Хороший окунь. Так что удочка пока лежит на месте. Кидаем вибрик. Маленькая джиголовочка, виброхвостик, окушок. Окунь, можно сказать, уже. Мимо. Так. Легкий, слишком легкий. Ну ничего. Окунь же видит. Ну вот, сглазили. Янцкадан не сказали. Янцкадан. Теперь поздняк уже. После того, как сглазили, говори, не говори уже. Оп, нет. Что-то было. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот. Сказали и сработало. Янцкадан. Лучше сказать сразу. Да? Ну да. Ну что, пробуем удочку. Вон, сразу поклевка. Вот так вот. Уже поймал? Нет, была поклевка, сразу только закинул, сразу поклевка. А? Шок? Наверное, я не знаю. Кто же еще здесь может быть? Так, у нас что тут? У тебя надуло парусом. Парусом надуло. Опа, видишь, какая поклевка? Хорошая. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Видишь? Сработал вот такой окунь. Отлично. Если вибрик не хотят и плесну не хотят, то от малявки окунь не устоит. Опа, ни хрена себе резко. Хорошо, что не выключилось. Маляк улетел. Ну вот, хоть пошло клевать, а то уже загрустили. Столько времени без клёва. Или время подошло, или рыбу мы нашли. Одно из двух. Опа, опа, оп. Смотри, а малька клюет. Оп. Клюнет и плюнет, главное так. Интересно. Вот, вот, видишь? Вот, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он. Вполне приличный окушок. А. Так, ну-ка, если попробуем на хвостик. А тут у меня мальков уже мало осталось. В лодке-то плавает много, но их не поймать. Так, инзе. Да, мне кажется, на хвост также будет брать.
Вот видишь, вон, даже лучше. Вот он, видишь? Только окунь может быть мельче чуть-чуть. Так что, Сань, мы сегодня окушков тоже подергаем. Вчера полкана, ну больше полкана было, да? Больше, конечно. О, видишь, есть поклевка. Опа-на! Вот она, вот она, вот она. Вот такие средненькие окушочки. Клюет хорошо. Ну что, потихоньку рыбалка продвигается вперед. Саня на червя рыбачит, я на малька. Окушок потихоньку поклевывает. То покрупнее, то помельче. Всякие разные. Всякий. Опять ветер. Опять ветер. Тебе вот туда можно по течению кидать. Вон. О, опа! Щука, видел? За окушком как кинулся. Вот он. Вот. Он и к моему окуню подходил, видел? Ну, надо взять блеснок и вернуть сюда. Надо как-то, а то иначе она порвет наше это. Давай я сейчас верну. Щука гоняется за нашими окушками, такая небольшая, полкилошка. Если она хапанет на малька, это будет конец фильма. Она же за окунем прыгнула, блин. А блесну брать не хочет. Вот, что-то было. Был, да? Да, поклевка была. Вот. Лишь бы щупак не взял моего малька. Что-то его смущает, этого щупака. Видит леску, может быть. Что? Щук, опа. Была поклевка. Вот там у тебя есть. Вот он на кушочек стоять. Стоять, стоять, стоять. Вот так вот, правильно. Правильно, молодец. Потихонечку растет. Села утка, шилохвост. Прямо в 40 метрах от нас. Вон плавает. Но эта камера не возьмет. Не видно. Доставать надо далеко. Вот, залетела. Во-во-во-во-во. Залетела. Мамаша, наверное, с разведкой. Совсем кошмар. Опа! Вот так вот потихоньку дергаем вот таких вот окушков. С ветром, правда, удобного мало, приятного. Ну, что делать? Окунь, в принципе, клюет, но закидывать против ветра Стой, не... стой, стой. Что, где там у тебя? А? Есть. Окушок чуть больше блесны. То дождь, то ветер, блин. Но пусть лучше ветер, чем дождь. Так, где у тебя? А, вижу. Беру. Опа. Была рыба там. С таким ветром можно и в глаз зарядить. Опа, есть поклевка. Есть. О-о-о-о. Опа. Ну не зарядили же еще. О, заглотил как хорошо. Я заказал вот такой вот окунь. Что, клюнуло? Так. Едем дальше. Вот очередной окунь на двойную блесну. Вытянул Сашка. Подняли якорь.
хотели сплавиться, но из-за ветра мы стоим ровно на месте, ни туда, ни сюда. Течение нас пытается снести, ветер нас поднимает обратно. Ну и ладно, мы постоим. Я все пытаюсь поймать эту упрямую щучку, которая выпрыгнула на окушка нашего. Есть, да? Ну, видишь, как хорошо. Там на спаде получается, да? Еще окушок. Каждый заброс окунь. И так целый день. Это ж хорошо. Я вообще довольный, как слон. Так, ладно, я меняю воблера. Воблера зеленого сегодня не едят. Аккуратней. Воблера зеленого сегодня не едят. Поставим вертушечку нашу. О, она хоть тяжелее немного. Эта вертушечка приносит мне счастье. Опа-на. Чайки кружатся, значит рыба есть.